Здравствуйте. На НТС, как всегда, по воскресеньям итоги недели. В студии Мирджан Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Через месяц для Кыргызстана завершится льготный период в рамках ЕАЭС. Не все местные лаборатории готовы выдавать сертификаты в соответствии с техрегламентами Евразийского союза. Если лаборатории не готовы давать сертификаты, то это не готовы. Значит, все равно ехать куда-то надо. Завершилась очередная сессия Джогорку Кенеша. Депутаты разошлись на каникулы. Чем запомнился второй год работы парламента 6-го созыва? Пусть лучше деньги, которые тратятся на наш автопарк, на квартиры и помощников, пойдут на увеличение зарплат учителей. У нас и так хорошие зарплаты. Похищение младенца или недоразумение? В Балыкче женщина заявила, что врачи украли одну из ее новорожденных близняшек. Там сидели 3 женщины, с виду просто посторонние, а рядом запеленованный ребенок лежал. Я думаю, они взяли нашу девочку, положили малышку женщине на грудь и оформили, будто это ее ребенок. Чуть более чем через месяц, 12 августа, исполнится 2 года пребыванию Кыргызстана в составе Евразийского экономического союза. Многие местные предприниматели ожидают эту дату с тревогой. Для них истекает срок льготного периода и вступают в полную силу правила сертификации ЕАЭС. Правительство рапортует, что готово почти все. Это самое «почти» для кыргызстанских поставщиков означает ничего. Потому что даже если большинство лабораторий у нас построено, то для того, чтобы получить недостающий сертификат, придется ехать в Казахстан. Из-за отсутствия всего лишь одной из нескольких бумажек, подтверждающих соответствие товара техрегламенту Евразийского союза, кыргызстанские производители не смогут продавать свою продукцию не только на экспорт, но даже внутри страны. Наши бизнесмены уже давно привыкли рассчитывать только на себя. От правительства просят лишь одного – не мешать. Но сама природа нашей бюрократии такова, что она живет тем, что ставит препоны гражданам. На уходящей неделе одна из бизнес-ассоциаций Кыргызстана составила рейтинг чиновников, которые помогали или, наоборот, мешали предпринимателям. Им были присуждены соответствующие награды – золотое рукопожатие и черная калоша. Подробнее расскажет Сабина Дамаскина. 12 августа исполнится ровно 2 года вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. На момент вхождения в ЕАЭС экономика нашей страны не была полностью готова к грядущим интеграционным изменениям, в связи с чем нашей республике дали 2 года льготного периода на устранение имеющихся барьеров. Между тем, за это время правительство так и не смогло урегулировать организационные вопросы, говорят эксперты. Государственно-частное партнерство, способ совместного решения проблем бизнеса и правительства, также не сработало на должном уровне. Партнерство, когда говорит так, а давайте мы вам здесь дадим возможность, выдадим землю, там, сделаем то-то, пропишем инструменты, которые освободят вас от проверок, там, на 3 года от налогов, да, тогда в формате государственно-частного партнерства и государство, и бизнес взяли на себя обязательства. Это приоритетное направление, оно имеет под собой социальные последствия положительные и экономические, коммерческие факторы. Через месяц, 12 августа, для Кыргызстана должны полностью вступить в силу технические регламенты ЕАЭС. Это означает, что все предприниматели должны будут вести свою деятельность согласно нормам, установленным Евразийским экономическим союзом. Экспортировать и поставлять даже на внутренний кыргызстанский рынок продукты питания и ряд других товаров можно будет только при наличии заключения специальных лабораторий, подтверждающих качество продукции и ее соответствие техрегламенту. В правительстве говорят, для исследования отечественных товаров уже все готово. По техрегламенту о безопасности пищевой продукции действует 19 лабораторий, 6 органов по сертификации. По техрегламенту о безопасности упаковки действуют 13 аккредитованных испытательных лабораторий и 2 органа сертификации. По техническому регламенту на соковую продукцию из фруктов и овощей действуют 13 аккредитованных испытательных лабораторий и 3 органа сертификации. По техрегламенту технический регламент на масло-жировую продукцию действуют 10 аккредитованных испытательных лабораторий. По техническому регламенту требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в стране действует 1 испытательная лаборатория. По техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции действуют 13 аккредитованных лабораторий. Однако у предпринимателей на этот счет гораздо менее оптимистичные взгляды. На встречах с бизнес-сообществом чиновники заявили, что лаборатории готовы на 95%. А это означает, что не готовы совсем, говорят предприниматели. Не готовы лаборатории.
Вот. То есть готовность на 95% даже, да, в некоторых случаях это, ну, ни о чем не говорит, да, то есть если лаборатории не готовы давать сертификаты, то это не готовы, значит, все равно ехать куда-то надо. И, соответственно, единственное, что, ну, по крайней мере, Минсельхоз сказал, по санитарной, фитосанитарной ветеринарии, что типа они готовы давать вот этот вот фитосанитарный сертификат и ветеринарный сертификат. Хотя, ну, по имеющейся у нас информации, не вполне готовы их лаборатории. Самый актуальный на данный момент вопрос – это сельхозотрасль. Предприниматели, которые работают в этой сфере, могут пострадать. А также легкая промышленность. Хотя они уже вывели свой бизнес на должный уровень, не могут выйти из положения. Помимо швейных цехов в нашей стране немало и тех предпринимателей, которые занимаются производством продуктов питания. Вводя для них техрегламенты ЕАЭС, могут пострадать представители как малого, так и среднего бизнеса. Уже даже на территории Кыргызстана, то есть на территории Бишкека, вынеся за ворота своего производства, мы должны иметь вот эту декларацию в соответствии с требованиями ЕС. А там же есть определенные лабораторные исследования, которые наши лаборатории не готовы проводить. Соответственно, чтобы продавать, ну, например, ту же томат-пасту, да, вот у нас же на рынках, в магазинах города, надо будет поехать в Алмату, сделать анализы, получить определенные вот эти лабораторные исследования, соответственно, доказать, что наша томат-паста соответствует требованиям технического регламента, и потом уже сделать вот такую декларацию о соответствии, которую потом ДГСН у нас проверит и скажет: да, у вас все нормально. В этом случае отечественные предприниматели, пройдя многошаговые процедуры регламентации, не обращаясь в лаборатории Кыргызстана, могут получить все необходимые документы в соседних странах. Однако система эта достаточно затратная. Кроме того, такая процедура может спровоцировать коррупционные риски, считают эксперты. Это приведет к увеличению коррупции, то есть у предпринимателей пойдут затраты, они будут закрывать санэпидемстанцию и так далее, пытаться провозить товар с большим риском, значит, больше платить на границе, либо им придется закрываться. На протяжении 2 лет Казахстан не снимает ветеринарный контроль на своих границах. Кроме того, соседняя страна запретила ввоз картофеля из Кыргызстана, ссылаясь на то, что продукт заражен болезнями. То, что подобные действия со стороны Казахстана не повторятся, никто не гарантирует, говорят специалисты. У нас на сегодняшний день 36 лабораторий, которые аккредитированы в ЕАЭС. Эти лаборатории имеют право выдавать все сертификаты. Но если мы не будем иметь свои запойные цеха, и об этом будет известно, об этом и так известно, то Казахстан, например, поставит карантинные условия и скажет, что наши сертификаты недействительны. И все, и мы тогда в этом плане будем потом доказывать через Москву, что у нас все-таки сертификаты действительно. В то же время предприниматели не должны сидеть сложа руки, ожидая помощи от правительства, потому что в первую очередь в зарабатывании заинтересованы сами бизнесмены, и они обязаны привести свои предприятия в соответствие с международными стандартами. Я со своей стороны, например, говорил многим ребятам, кто занимается мясом, говорю, купите мини-забойные цеха. Вы сможете потом по этим стандартам отдавать мясо перерабатывающей промышленности. Они смогут заниматься потом дальше экспортом. Некоторые предприниматели подготовились, но все равно они нуждаются в помощи правительства. Конечно, Кабинет министров пытается помочь за счет привлечения финансов со стороны России и Казахстана, но все равно этих денег не хватает, и нельзя сказать, что мы готовы на 100%. Таким образом, Кыргызстану вновь потребуется дополнительное время, считают эксперты. Так как нам нужно больше времени, несколько 6 или 7 лет еще для того, чтобы привыкнуть жить по новым правилам, перевести предприятие на новые рельсы, понадобится либо добиться у Евразийского союза, у комиссии Евразийского союза экономической, чтобы они дали определенные льготы, послабления нашей стране, либо придется отнестись. У нас в законодательстве есть определенный процент законов, которые не исполняются. Да? То есть соглашения, эти регламенты могут пополнить их число.
В реализации условий ЕАЭС большая ответственность лежит на правительстве. Бизнес-сообщество решило оценить работу чиновников и учредило для этого специальную премию. Награждать предпринимателей решили как тех, кто оказывал помощь в развитии бизнеса, так и тех, кто, напротив, весь год мешал предпринимательству. По итогам голосования полезными для бизнеса признали вице-премьера Олега Панкратова, министра экономики Арзубека Куджошева и замминистра экономики Алмаза Сазбакова. В тройку худших попали замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Олег Горин, директор департамента драгоценных металлов Канатбек Мадумаров и еще один заместитель министра экономики Бакильди Тюминбаев. Сабина Дамаскина, Аман Бакиров, Эрлан Кемельбеков, Асхат Ибраимов, НТС. Итоги недели. С июля по август информационные ленты и телевизионные новости Кыргызстана заметно скучнеют. Депутаты уходят на летние каникулы. В конце прошлой недели под звуки оркестра завершилась вторая сессия Жогорку Кеңеша. Спикер парламента отчитался перед журналистами, рассказав, сколько было принято законопроектов, постановлений и сколько депутатских комиссий было создано. Однако для оценки работы парламента одной только статистики недостаточно. Качество депутатских решений оценивается в первую очередь обществом. Содержание законов и то, как они рассматривались избранниками народа, тоже важный показатель работы парламента. Например, совсем недавно правящее большинство вдруг почему-то решило раздавать пособия всем без разбора, а не только тем, кто в них действительно нуждается, распыляя тем самым и без того скудные средства бюджета. В то же время большинство депутатов с трудом пропустило закон о льготном кредитовании сельского хозяйства. В общем, как всегда, наши парламентарии сидят в одной лодке, но плывут в разные стороны. Какими еще инициативами запомнилась вторая сессия Жогорку Кеңеша, расскажет Анастасия Соболева. За время своей деятельности в ходе второй сессии депутаты 6-го созыва приняли около 200 новых законов. Достичь такого результата было нелегко, говорит Орага Жогорку Кеңеша Чиныбай Турсунбеков. Напомним, одним из главных стал законопроект о проведении референдума по изменению Конституции. Стоит отметить, что его рассмотрение сопровождалось горячими спорами в парламенте. В законе написано, что госслужащие должны делать только то, что говорится в законе. Так по какому закону вы выступаете как инициатор? Пункт 3 статьи 114 говорит о том, что изменить Конституцию могут 2/3 депутатов Жогорку Кеңеша. Как только начали рассматривать законопроект о внесении изменений в основной закон страны, во втором чтении нардепов заинтересовало, куда же делся оригинал Конституции 2010 года. В данном случае подлинника Конституции в Министерстве юстиции не было, а в слове Кыргызстана была опубликована версия, которая была предоставлена не Министерством юстиции. Мы не знаем, кто туда для опубликования предоставлял. А брошюра, о которой речь шла, в которой были расхождения якобы с редакцией, опубликованной в газете, эта редакция, она была предоставлена аппаратом президента. 24 октября минувшего года распалась коалиция с громким названием «Доверие, стабильность и новые возможности». Из правящего альянса вышла фракция СДПК. По словам ее лидера Исы Муркулова, причиной тому стали разногласия в коалиционном большинстве, в частности, противоречия по вопросу поправок в основной закон страны. Фракция УНВ, Прогресс и Атамики. Те, которые сегодня выступают против тех реформ, против тех изменений дополнения Конституции. Почему сегодня отдельные депутаты так рьяно выступают против? Потому что сегодня в Конституции стоит вопрос о конторе, где мы убираем срок давности. И акаевские кадры, и бакийские кадры, они все замешаны именно в заключении соглашения по конторам. В новую коалицию большинства вошли СДПК, Бирбол и Кыргызстан. Уже в этом составе 2 ноября народные избранники все-таки приняли в третьем чтении новый законопроект о назначении референдума. После подписания президентом общенародное голосование назначили на 11 декабря. Одновременно с референдумом прошли и выборы депутатов в местные Кенеши. Участие в голосовании приняли всего 42% от общего числа избирателей. Суть Центральной избирательной комиссии, она формируется за счет оппозиции, за счет коалиции большинства. То есть это делалось для того, чтобы были равные права
равные права. А так получилось, что формирование списков мы отдали ГРСу, да, Государственной регистрационной службе. Тем самым, мне кажется, учет списков или же равного права, я считаю, он в какой-то степени нарушен. Вследствие ошибок и недоработок Государственной регистрационной службы и Центральной избирательной комиссии несколько тысяч избирателей так и не смогли проголосовать. Дабы избежать подобных ситуаций в будущем, фракция «Республика Атажюрт» предложила внести некоторые дополнения в закон о выборах президента и депутатов Чукотку-Кенеша. В своем предложении инициаторы указали на несколько важных вопросов. Требования по более качественному составлению списков избирателей, увеличить сроки подготовки к выборам, назначить единственный ответственный и за списки, и за выборы госорган, а также сделать все возможное для недопущения использования административного ресурса. За 75 дней ГРС полностью передает эти списки ЦИКу. Это называется единая система учета избирателей. И также командирует своих операторов. Они подчиняются председателю Центральной избирательной комиссии, членам ЦИК. То есть один орган. Это шайлоу, bir орган жоқ керек, да? Законопроект о введении моратория на охоту до 2030 года также не обошелся без дискуссий. Здесь депутаты разделились на два лагеря. Когда этот закон обсуждался в комитетах, изначально предлагалось ввести мораторий на все виды животных, но потом предложили ограничиться 4 видами парнокопытных. Мы согласились. Теперь документ мы, скорее всего, изменим. Например, у нас был указан запрет до 2030 года. Мы, возможно, введем его до 2025. Несмотря на аргументы инициаторов закона, 56 депутатов проголосовали против введения моратория и отправили документ на доработку. Отметим, что по результатам голосования выяснилось, что против этого закона проголосовал один из его инициаторов. Это вызвало у некоторых сомнения по поводу прозрачности и честности голосования. Те же, кто открыто выступал против моратория на охоту, заявляли, что запреты бесполезны. Я против моратория. Если мораторий введем, например, многие не понимают, что мораторий ввели, короче, все прекратился. Не прекращается. Тогда браконьер везде выйдет. Государство не силе полностью обеспечит охрану. В начале апреля было предложено внести дополнения и изменения в закон о поддержке сельского хозяйства. Данный документ одобрили в 3 чтениях. Но и здесь не обошлось без критики со стороны некоторых депутатов. Тому доказательство то, что 32 депутата проголосовали против этого законопроекта. По их словам, льготное кредитование сельского хозяйства государству невыгодно. Если мы то из бюджета выпадет миллиард сомов. Я против законопроекта и предлагаю его отклонить. В рамках программы финансирования сельского хозяйства мы планируем субсидировать 6 банков на сумму 700 миллионов сомов. Но если выдавать сельхозпроизводителям кредиты под предлагаемые 7%, а не под 10%, то общая кредитная сумма сократится до 2 миллиардов сомов. Здесь надо включать мозги, прошу прощения, и начинать думать надо, а не говорить, что денег нет. И прекратить финансировать коммерческие банки. В то же время депутаты, которые якобы беспокоятся о бюджете страны, почему-то не стали возражать против закона о выплате социальных пособий всем без разбора. Отметим, что согласно этому документу, все семьи, где больше 2 детей, будут одинаково получать социальную помощь. Новый законопроект не предполагает поддержку только нуждающихся. Пособия будут раздаваться всем подряд. На реализацию этой идеи из государственного бюджета планируется выделить почти 2 миллиарда сомов. Мы тут не учитываем доход семьи, не присваиваем статус богатый или бедный, выдаем пособие всем детям одинаково. Малообеспеченная семья, в которой 3 детей, сегодня получает по 900 сомов на каждого ребенка. Итого 2700. После того, как этот закон вступит в силу, они будут получать по 500 сомов. Тогда, получается, семья теряет 1200 сомов. Как вы думаете, эта семья будет нами довольна? Возьмем семью, в которой 5 детей. Если по 900, то в месяц они будут получать 4500. Если этот закон вступит в силу, то семья будет получать всего лишь 2500 сомов. И в месяц семья теряет 2000 сомов. Но, несмотря на это, данный закон был принят в 3 чтениях. В начале работы 6-го созыва парламента некоторые депутаты обещали своим избирателям полностью отказаться от привилегий и льгот. Автором этой инициативы выступила фракция «Республика Атажюрт», которая свое обещание сдержала. Но большинство остальных фракций парламента передумали, как только дело дошло до оформления этой идеи в виде закона.
Вот тут говорят, нужно продать квартиры. Я считаю, пусть остаются. Нужно же учитывать положение всех депутатов. Пусть в этих квартирах живут молодые депутаты. Они приезжают из регионов, и им же надо где-то жить. По сравнению с 2015 годом, в 2016 парламент истратил меньше на 60 миллионов сомов. Это все благодаря отказу от помощников и водителей. Депутаты Госдумы получают до 81 тысячи рублей, это не считая все, а в основном на сегодняшний день от 161 тысячи до 253 тысячи рублей в месяц. Служебное жилье предоставляют, оплачивают коммунальные услуги и так далее. Я понимаю, что у нас по сравнению с нашими бюджетными другими государственными организациями повышенная зарплата, но и спрос у нас должен быть повышен. Мы считаем, что пусть лучше деньги, которые тратятся на наш автопарк, на квартиры и помощников, пойдут на увеличение зарплат учителей. У нас и так хорошие зарплаты. Можно работать и без этих привилегий. Месяц назад глава государства Алмазбек Атамбаев подписал закон о выборах президента и депутатов Джокорку-Кенеша. Парламент, в свою очередь, вынес постановление о том, что дата главного политического события назначена на 15 октября. Таким образом, был дан официальный старт выборам нового президента Кыргызской республики. Анастасия Соболева, Сабина Дамаскина, Аман Бакиров, Ирлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели. Несколько месяцев ждали двойню, но в итоге акушеры вручили роженице только одного младенца. Случай в роддоме города Балыкчи в очередной раз напомнил всем жуткие истории о похищениях и продажах новорожденных. Насколько они реальны, сказать сложно. Однако в случае с Балыкчинской больницей заявление родителей, утверждающих, что одного из их двух младенцев похитили, заслуживает внимания соответствующих органов. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». У супружеской пары, заявляющей, что врачи украли их вторую новорожденную, на руках имеются результаты 8 ультразвуковых исследований, из которых следует, что ожидалось рождение двойни. Женщина рожала путем кесарево сечения и не видела, сколько младенцев извлекли врачи из ее утробы. Сотрудники роддома, принимавшие участие в родах, в один голос утверждают, что второго ребенка не было. Это не первый скандал, которым прославился Балыкчинский роддом. Недавно врачи этого учреждения обвинили в том, что при родах они по неосторожности убили младенца, сломав его шею. История этой семьи поистине душераздирающая. На протяжении всей беременности Махаббат Намазбекову и ее мужа Данияра готовили к появлению двойни. То, что под сердцем женщина носит сразу двух малышей, подтверждали результаты 8 ультразвуковых исследований. Так как мы ждали рождения 2 девочек, мы подготовили вещи для 2 дочек. Купили всего по 2. Если разложить все имеющиеся у этой пары медицинские справки, то ими можно устелить половину двухместной кровати. Как и положено, на протяжении всей беременности молодая мама планово посещала врачей и ходила на УЗИ. Именно результаты Доплер-обследования подтвердили двойное сердцебиение и установили пол детей. Мы эту дочку назвали Хадижой, а вторую хотели назвать Ханифа. Роды Махаббат Намазбековой прошли путем кесарево сечения под местной анестезией. Это значит, что женщине обезболили конкретную область планируемого хирургического вмешательства, не погружая при этом в сон. На груди роженицы установили специальную ширму. Таким образом, манипуляции докторов были скрыты от глаз пациентки. Да и стоит ли говорить, что в момент родов вряд ли кому-то придет в голову контролировать действия медиков. Меня положили на кушетку, и нижнюю половину тела закрыли специальной перегородкой. Вокруг ходили около 6 человек. Потом все они вышли. Я слышала только голос телекэджи. Видимо, наркоз на меня действовал так, что некоторые голоса я не могла разобрать. Даже когда дочку вытащили, я не слышала, как она закричала. Я даже не видела, как ее запеленали и принесли сюда. Пока молодая мама отходила от родов, а новоиспеченный отец занимался малышкой, родственников интересовало, что случилось со вторым ребенком и где он. Как оказалось, причины для беспокойства действительно были. Я сразу зашла к Данияру и спросила, где второй ребенок. Он ответил, что ничего не знает. Там, где оперировали Махаббат, рядом была еще одна комната. Я заглянула туда. Там сидели 3 женщины, с виду просто посторонние. А рядом запеленованный ребенок лежал. Я думаю, они взяли нашу девочку, положили малышку женщине на грудь и оформили, будто это ее ребенок. К сожалению, я не могла запомнить их лица, так как в тот момент даже не представляла, что наш ребенок пропал. Там ходила медсестра.
медсестра. Я у нее спросила, почему нам не отдают второго ребенка. Она сказала, чтобы я вышла оттуда и закрыла дверь. Я вышла. А что еще я могла сделать? Однако сотрудники Балыкчинского роддома опровергают эту информацию. По их словам, никаких других родов, кроме Махаббат, в тот день не было. В то время никого не было, никто не рожал. Одну пациентку мы только готовили к операции. Информация медперсонала, однако, расходится с данными заведующей родильным отделением больницы города Балыкчи. Так, по словам Тилек Айдаралиевой, в день, когда Махаббат рожала, другие роды все-таки проходили утром. В 7:30 утра рожала Сыргак кызы Махаббат. Она родила ребенка, мальчика, весом 4 килограмма 400 граммов. А в 9:30 утра ее перевели в палату. Именно в то время, когда ее переводили в палату, там находились ее мать и тетя. Получается, в одной палате мы оперировали, в другой палате лежала Сыргак кызы Махаббат. И в следующей палате с ребенком лежал муж Махаббат Намазбековой Данияр. Перед дверью стояли их родственники. Как мы могли украсть ребенка? Через окно, что ли, перебросили? А кто бы там его поймал? Видит Бог, мы этого не делали. По словам Тилек Айдаралиевой, она тоже ожидала, что младенцев будет двое. Ведь даже роддомовский аппарат УЗИ указывал на многоплодную беременность. В связи с этим медперсонал тщательно готовился к проведению этой операции. Мы во время операции ждали, что будет 2 малыша весом по 1,5–2 килограмма. Ждали 2 девочек, но после операции родилась одна крупная девочка весом более 3 килограммов. Начали искать второго ребенка. Не только я, но и хирург, которая была рядом, была в таком же недоумении, что второго нет. Все, кто участвовал в операции, могут подтвердить, что был только один ребенок. Сама женщина была в сознании и разговаривала с нами. Мы ей объясняли, что там был только один ребенок. Если бы мы знали, что такая ситуация получится, мы заранее бы позвали милицию. Но там правда был только один ребенок. Участие в родах принимали 13 человек медицинского персонала. Но вызвать их на разговор нашей съемочной группе не удалось. У кого-то не выпала смена, другие уехали в командировку. А когда корреспонденты вошли в здание больницы в поисках заведующей отделением, коллектив медучреждения заявил, что Тилек Айдаралиева вот уже 3-й сутки больная находится в реанимации. Удивительно то, что Тилек Айдаралиева, которая лежала в реанимации, достаточно быстро пришла в себя, встала на ноги, надела медицинский халат и была готова к диалогу. Как можно делать? Детская одежда и прочие принадлежности все еще хранятся в доме Махаббат и Данияра. Молодая мама уверена, что материнский инстинкт и результаты УЗИ ее не обманывают. Махаббат предполагает, что ее вторая дочь на самом деле родилась, но медики по своей воле лишили ее родных родителей. Мне слышится плач моей второй доченьки. Мой муж сам все это видит. Я все время говорю, что моя малышка где-то плачет. Я думаю, что они меня готовили изначально к этому. Они знали, что мы бедная семья и думали, что мы ничего не сможем сделать. Я даже передать вам не могу, как мне сложно сейчас. В семье Махаббат никто даже не сомневался, что у пары родится двойня. Многоплодная беременность была практически у всех женщин из рода Махаббат. У меня 3 детей, Махаббат и 2 близнецов после нее. Моя мать тоже одна из близнецов. Тетя, дочь моей сестры, тоже родила близнецов. У нас в роду это в генах заложено. Женщины нашей семьи по материнской линии имеют предрасположенность к рождению двойни или близнецов. Я ума не приложу, как такое могло произойти. Обеспокоенные родственники, которые уверены, что их малышку украли, обратились с заявлением в соответствующие органы. Об этом Данияр Чибыев, муж Махаббат, осведомил и врачей больницы. Как жить с таким грузом всю жизнь? Наше сердце болит. Это не игрушка, не велосипед, чтобы его где-то потерять. Это наш ребенок. Мы должны тщательно расследовать это дело, чтобы завтра спокойно могли смотреть друг другу в глаза. Медицинские справки и выписки о результатах УЗИ для прокуратуры города Балыкчи послужили достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Торговля людьми». Пока никому обвинение не предъявлено. По статье «Торговля людьми» обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело Махаббат и ее мужа вызвало огромный резонанс в обществе. Министр здравоохранения Таланбек Батыралиев, хоть и отказывается от официальных комментариев на время следствия, точку зрения на проблему все-таки высказал. Мнение главы Минздрава на своей личной странице в одной из социальных сетей опубликовала представитель Министерства здравоохранения Елена Баелинова.
Можно представить, каково матери, когда ее все время готовили к встрече с двойней, а родился один ребенок. В данное время работает комиссия. Мы не будем скрывать своих грехов. Пусть все причастные к этой ошибке отвечают по закону. С другой стороны, надо думать о повышении квалификации и ужесточении правил выдачи лицензий. Однажды и со мной случилось подобное. Второй ребенок в моей семье поздний. Мы долго за него боролись, а когда беременность наступила, нам все время говорили, что будет девочка. Из всех командировок я привозил девчачью одежду и прятал ее от супруги. А когда родился мальчик, тут же позвонил в роддом и сказал, что подам на них в суд, в то время, когда отцы, наоборот, радуются рождению сыновей. Это не первый ужасающий случай в роддоме города Балахчи. В конце мая этого года в родильное отделение поступила женщина, однако разродиться самостоятельно она не смогла. Схватки прекратились, как только показалась голова ребенка. Медикам пришлось вытягивать малыша силой. В результате манипуляций врачей у грудничка произошел разрыв шейного отдела. Ребенок умер. Разбирательство по данному делу ведется до сих пор. Булат Исаев, Сабина Дамаскина, Аман Бакиров, Элизат Эркинтур, Эрлан Кемельбеков, НТС «Итоги недели». Это был последний материал в нашем выпуске. Информационная служба НТС прощается с вами до августа. До встречи в новом телевизионном и политическом сезоне.